еду против течения реки, вот я сейчас иду, да, на пароме. Получается, из Якутска в Нижний Пестер. Это занимает где-то 2 часа. Ну, может, час 40, да, час 50 я не засекал, да, вот, ну, в общем, в районе, наверное, 2 часов только вот переправа сама. В ту сторону, да, соответственно, 50 минут. Ну, то есть, как бы, течение сильное, да, вот. Я как-то даже сначала не обратил внимания, вот на самом деле сейчас больше. Ну, это вот мы проехали где-то 60 километров по трассе Колыма, Р-504, по-моему, которая идет в Магадан, Якутск-Магадан. До Магадана примерно 1900 километров. Ну, доеду я или нет, я не знаю. Это вот, собственно, местность Туймаада, в которой стоит Якутск. И вот это вот типичная картина. Вот, то есть это такие озерца в центре луга, соответственно, тут очень хорошо пасти лошадей. Дорога очень хорошая, машин немного. Откуда-то тут 27-й регион, это, наверное, Магаданская область. Ну, удивительно, что я их в Якутске не видел, вот, а откуда они тут, как будто в компьютерной игре просто респавнятся откуда-то. Вот такие дела. Вот, собственно, да, вот как раз. Вот эта же местность, примерно там, где предыдущее видео снято было, рядом пасутся лошади, коровы. Такое вот интересное в Чурапче еще место. Родному селу от Чурапчинской средней школы, юбилейный выпуск 1985 года. В 2020 установлено. Очень красивый памятник.
когда навстречу идут какие-то автомобили, особенно фуры, да, то поднимается вот этот знаменитая пыль. В принципе, она рассеивается быстро, и не сказать, что ее прям много так. Вот. Уже рассеялась. Итык-Кюёль. Переправа через Алдан. Ну вот, стоим на переправу через Алдан. Вот мой попутчик. Взял попутчика. Автостопом едет из Москвы. 13 дней у него это заняло. Вот. Ну, собственно, вот. Многие тут явно впервые, потому что все фоткаются. Ну, река красивая, конечно, Алдан. Это где-то... Мы сейчас в 360 километрах от Якутска. Переправляемся через Алдан. Река очень красивая, очень широкая. Ну и закат, как всегда, самое удачное время для переправы. Мы идем по Алдану в месте впадания Амги. То есть мы сейчас переход 8 километров, вот это вот место впадания реки Амга. Тут еще острова есть. Вот это Алдан. Проходим мимо красивейших островов. Красивейший закат. Вот мы, получается, уже подходим к завершению нашей переправы.
6 километров до ключа. Да, обалдеть моя. Такие вот виды на пути из Якутска в Уснеру. Час ночи. Такой вот памятник жертвам ГУЛАГа с интересной надписью. На самом деле это не только можно отнести к ГУЛАГу, но и ко многим другим институтам, скажем так, общества. Вот. В частности, наверное, к системе образования это можно отнести. Вот такие вот снежники здесь. Вот. Очень много комаров. Ну, здесь поменьше, а до этого какой-то рекорд был вообще. Такой вот туман внизу. Там в долине реки. Это точка вообще, да? Покрытие вот это, оно очень такое коварное. С асфальту, в принципе, ничего такого не было опасного. А это покрытие очень усиливает, удлиняется, во-первых, тормозной путь. Здесь, конечно. Вот тут упавшая вот эта фура. Она есть сейчас? Сейчас мы ее с моста увидим. Видишь, я тут еду на скорости, я не торможу. Двигатель не торможу. Чем удобно, конечно, ручная коробка. Смотри, какой хороший мост сделал. Да, ну тут реально легко курить. Да, тут дорожка. Видишь, они такую специально сделали. Да, да, да. Фуру-то убрали, что ли? Не, она там сам внизу. Ну, может, и убрали, конечно. Река Могли бы не убирать. Ты должен ее видеть, я ее не вижу, но она где-то внизу раздавлена. Вон она, может. Где? Давай остановимся. Не видишь, да? Не. А, Вова, остановись. На мосту нельзя остановиться. Я не буду останавливаться. Ну ладно. И поэтому она лежит. Можно вот смотровая есть какая-то. Давай, я там Можно на ней попробовать остановиться.
вот этот, в общем, так называемый черный прижим. Вот. Действительно страшно с нее спускаться. Какое-то животное мы видим впереди. Понятно, что это такое. Может, лошадь? Да, лось сейчас на нас будет. Пока не побежал. Потихоньку давай. А ты встречался с ними? Так он дебилы, да. Да. Они же вообще конченые. Вот он стоит, смотрит, он не знает, что делает. Он вообще по другой стороне смотрит. Он на нас смотрит. Да? Так. Он молодой, по-моему, да? Маленький. Он просто не может, видимо, перешагнуть через отбойник. Давай его напугаем. Ему, наверное, интересно, на самом деле. Ага, сейчас. Он придурок, что ли, а? Там просто любопытно, мне кажется. Блин, жалко, на самом деле. Его ж пугает, наверное, все вот так. Дорога опасна, потому что отбойника нет, а покрытие скользкое. Километр Р-504, Оймяконский улус, очень красивое место, ну, как в общем-то и все остальные места здесь, но здесь такие большие просторы, поля, речки, то есть, ну, такой скорее больше тундровый на самом деле пейзаж, потому что меньше уже и деревьев, и они высотой меньше, холмы меньше. Очень тепло, то есть сейчас там 7 утра и уже, ну, наверное, градусов 25, 18 нет, показывает машина, но на солнце очень жарко. Интересная особенность этой дороги вообще в том, что если тут написано ограничение скорости, то его реально надо соблюдать, потому что иначе ты просто улетишь и разобьешься насмерть. Или получишь очень серьезные травмы. Потому что ограждение, то есть не везде есть, и покрытие очень такое опасное. Легко очень уйти в занос неконтролируемо. Вот он такой, Оймякон.
Потрясающее место. Вообще, если честно. Совершенно необычное, очень тут необычно, в общем. И машин, конечно, очень мало. Практически нет. То есть, реально там 2-3 в час. И то я думаю, что это сейчас просто много. Интересно, что вот насекомых тут много очень, да, вот, а стоит отойти, допустим, в кусты, я вот отошел сейчас 10 метров, да, и там вообще их не было. Хотя километр назад такая же вот ситуация, в кусты отходишь, и их там еще больше. Хотя вот вроде проехал совсем ничего. Всем мостостроителям автодороги Якутск-Магадан в период с 1932 года вечная память и слава. НПО Спецмо, сентябрь 2005 год. Это вот Брюнгиантинский перевал. Там вот, где я снимал памятник мостостроителям, там на самом деле сразу за ним был мост через реку Брюнгианда. Я могу неправильно произносить название, но примерно так называется. Вот. И, собственно, мост, кстати, длинный, метров, наверное, 200, может быть. На кресте там тоже написано про этот мост, параметры его. Вот. Это просто перевал. Построен он, кстати, в 2000 году, там, где-то в начале нулевых, вот тот вот мост. Видно, что и уходит перевал туда, наверх. Вот. На самом деле тут вот остановился грузовик. Не знаю, что он остановился. Видимо, ждет товарища, может, или перегрелся. Перевал, конечно, крутой для таких грузовиков. Я, честно говоря, сам в него иду вот 40, да, и то как бы, с трудом. Не представляю себе, что тут зимой творится. Вот. Тут, собственно, ограничение 40. Кстати, висит. Сверху стоят машины, ждут, видимо, пропускают, и когда поднимутся вот эти вот грузовики, с которыми я еду тоже за компанию. Да, и вот они вниз пошли, вот пропустили. Ну, тут площадка для отдыха, конечно же. Много грузовиков стоит. Так, ну а мы сейчас
продолжим наш путь. Теперь мы будем спускаться с перевала. Это мы сейчас в где-то 100 километрах от Усть-Неры находимся. Река Эльги. Ольчинский или Ольчинский перевал. Вот Ольчинский перевал, собственно, это, видимо, спуск с него. А вот отсюда мы сейчас поднимались. С той стороны.
Это река Индигирка, которая протекает в Устнере. Я стою на набережной реки, и сзади меня находится поселок Устнера. Вот. На самом деле на поселок это не похоже, это такой достаточно крупный город. Вот. Еду обратно до Якутска 570. Такая вот река. Я, кстати, не понял, что это за река. Это не Нюгуня, видимо, это Алдан, наверное. Потому что вот этот черный прижим, он идет через Нюгуня. Ну, Нюгуня, она впадает в эту реку. Вот. Черный прижим снимать не стал, как обратно прохожу. Вот. Ну, обратно он поспокойнее, но покрасивее вида.